эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Реализация программы переселения из аварийного жилфонда в Якутии будет продолжена. Эта программа является ключевой для республики и стала самой масштабной среди субъектов страны. О том, каких итогов удалось добиться за 5 лет и о том, что ждет в будущем, мы поговорим с министром архитектуры и строительного комплекса республики Верой Кузаковой. Вера Алексеевна, здравствуйте. Каковы главные результаты действовавшей до 2017 года программы? По итогам предыдущей программы мы расселили 490 тысяч квадратных метров жилья аварийного, которое было признано до 1 января 2012 года. Осталось невыполненные 11 тысяч квадратных метров, это 2%, то есть программа у нас исполнена на 98%. 2% это приходится на Нерюнгринский район, поселок Серебряный Бор и город Ленск. Один дом, который мы не смогли сдать. Но до 1 декабря этого года мы решим эти вопросы, поскольку внесены изменения в программу и изменили способ приобретения. От первичного строительства мы переходим на вторичное, то есть приобретем квартиры в течение октября-ноября этих месяцев и граждан расселим. Насколько проблема с аварийным жильем сейчас острая и в каких районах особенно? Проблема аварийного жилищного фонда очень остро в республике состоит, поскольку мы являемся самым передовыми, так называемые, по признанию аварийного жилищного фонда после 1 января 2012 года. Он сегодня составляет 1 миллион 345 тысяч квадратных метров, но это не предел, поскольку в республике очень много аварийного деревянного жилищного фонда, у которых вышел амортизация срока службы этих объектов, поэтому очень много домов, которые имеют 60% износа. Поэтому это не предел, работа по признанию аварийного жилищного фонда будет продолжаться. С какого времени будет действовать новая программа и как идет подготовка к ее формированию? Новая программа будет действовать с 1 января 2019 года. К формированию идет сейчас очень активно, поскольку должны внести изменения в жилищный кодекс. Пока еще этих результатов нет. После того, как будут внесены соответствующие изменения в жилищный кодекс Российской Федерации, в течение 6 месяцев субъекты должны принять свои региональные программы переселения. Но не дожидаясь этого момента, у нас уже есть рекомендации от Министерства строительства Российской Федерации в части механизмов, в части объемов. Поэтому в этой части мы отрабатываем, принимаем уже в течение до 2024 года планы и согласовываем с Минстроем России. А каково ваше видение программы, условий финансирования и исполнителя? Условия софинансирования, они пока еще не определены, но есть разные предложения. Есть 3 варианта, 30 на 70, это 70 федерального бюджета, 30 республиканский. Есть предложение 84 и 16. Есть предложение, вернее даже не предложение, а это в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 92,8%. 92 это Российская Федерация и 8% субъектовые. Поэтому пока еще уровень софинансирования не определено, поэтому пока мы готовим по всем вариантам. А как изменится механизм реализации? Механизмы реализации, они изменятся немножко в отношении граждан, которые имеют жилье в частной собственности.
то есть это приватизированное жилье. Там мы будем рассматривать уже индивидуально каждому человеку. Это учитывать их статус, малоимущие, значит, платежеспособные, неплатежеспособные, те граждане, которые, может быть, имеют второе жилье. Поэтому вот в эта программа как раз и предусматривает механизмы, сосредоточены и на каждого гражданина. Поэтому будем учитывать все. Поэтому мы сегодня уже отрабатываем с муниципальными образованиями, делаем запросы, чтобы они определили, дали нам информацию, какие граждане проживают в аварийном жилищном фонде. Механизмы будут предусматривать, во-первых, строительство жилья, вторичное и компенсацию. Мы здесь ставим вопрос перед Министерством строительства Российской Федерации, чтобы дали немножко больше свободы для субъектов, поскольку у нас есть граждане, которые желают выехать из республики, поскольку та программа у нас предусматривала переселение в пределах субъекта, то здесь мы просим, и, скорее всего, и граждане есть желающие, которые хотят выехать за пределы республики и Дальнего Востока. А что касается застройщика, требования ужесточаться к ним? К застройщикам, во-первых, мы планируем о том, что программа будет реализовываться через службу госзаказчика. Они будут и являться застройщиком, и, значит, они уже привлекать будут подрядные организации, которые будут осуществлять непосредственно строительство. Здесь к подрядным организациям, ну, не сколько к застройщику, а будет ужесточаться требования к строительству всех объектов. Во-первых, наличие проектно-сметной документации, наличие положительного заключения государственной экспертизы как технической части, так и сметной части. Все эти требования будет выполнять служба госзаказчика. Функция муниципальных образований у нас остается работа с гражданами в первую очередь и все вопросы, которые связаны с переселением и со сносом жилищного фонда. Поэтому вот что касается функции, значит, есть предложение в жилищном кодексе о том, что оставить ответственность за субъектом, это за предоставление жилищного фонда, это как раз это вторичная подготовка вторичного жилья и строительство нового жилья. Насколько новая программа может решить проблему аварийного жилфонда в республике? Но я уже сказала о том, что признано у нас 1 345 000 квадратных метров аварийного жилья. Это в какой-то степени мы решим проблему, где-то у нас в пределах 4% уменьшится аварийный жилищный фонд, но не исключено, что еще 2 миллиона квадратных метров, возможно, потребуют, с 2024 года потребуется решение таких же вопросов. По сумме финансирования, значит, уже в официальном уже появились о том, что 25 миллиардов рублей на республику. Пока еще сумма уточняется. Возможно, это в положительную сторону увеличения, но, значит, где-то до 30 октября Минстрой России определит все параметры. Эти цифры, значит, однозначно, наверное, скорее всего, нам и не хватит полностью финансирования для вот этого аварийного жилищного фонда, поскольку вот в этом объеме аварийного жилищного фонда есть жилой фонд, который не используется, то есть квартиры, которые не занимают. И это составляет практически где-то около 10%. Далее, соотношение. Ну, здесь надо сказать, что предусматривается, во-первых, стоимость квадратного метра гораздо выше, чем в предыдущей. В прошлой у нас в программе было, предусматривало 38 000 квадратных метров на строительство жилья, поэтому и здесь была очень большая нагрузка на бюджет республики. То сегодня уже предусматривается, исходя из уровня софинансирования и стоимости квадратного метра, где-то 65 000 квадратных метров. Это для нас более такая, ну, будем так, щадящая для нашего бюджета и более выгодные такие условия. Далее,
Уровень, как я уже сказала, уровень софинансирования немножко другой в любом случае, поскольку в той программе мы отработали 40 на 60. 60 это бюджет республики, 40 только из федерального бюджета мы получили. Поэтому в любом случае эта программа для нас более удобная. Как будут учитываться те проблемы, которые возникали при реализации предыдущей программы? Ну, при реализации предыдущей программы мы проанализировали практически все ошибки, работали над этими ошибками. Здесь как раз вот и мы определили о том, что муниципальные образования совершенно не готовы выступать как застройщикам, поскольку документы градостроительной деятельности не готовы в населенных пунктах. Значит, не готовы ресурсоснабжающие организации предоставлять технические условия в том объеме, в котором нам необходимо. Далее, в муниципальных образованиях нет служб, которые могли бы осуществлять строительный контроль. Поэтому мы при реализации прежней программы получили очень много некачественного построенного жилищного фонда, и при этом муниципальные образования не торопятся исправлять эти браковые работы или недостатки. Поэтому все эти нюансы мы проанализировали и считаем, что через службу госзаказчика как раз мы не повторим. Вера Алексеевна, спасибо за беседу. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.